Так создается история. История успеха. На площадке индустриального парка развития уже через 2 года должна заработать картонно-бумажная фабрика. Объем инвестиций около 600 миллионов рублей. Производительность 200 тонн бумаги в сутки. Особенностью проекта является то, что исходным сырьем для фабрики будет служить обычная макулатура. Из бумаги, в свою очередь, в компании будут делать гофрокартон. Продукт крайне востребованный на рынке. В успехе проекта Эльмир Сабиров не сомневается. Сбыт налажен, потребность в картоне огромная. Кроме этого, завод строит в индустриальном парке вблизи источников генерации, а это значит, пар, тепло, электричество сюда будут поставлять по очень низким тарифам. Цена пара всего 860 рублей за гигакалорию. Вот. Сравните, если с обычной городской ценой, там цена 2100 рублей. Для нас это огромные льготы. Статус резидента ТАСЭР позволит компании получить, образно выражаясь, второе дыхание. Это как минимум удвоение прибыли, а главное, это независимость от поставщиков бумаги. Этот рынок в России, со слов предпринимателя, прибрали к рукам крупные игроки, причем не обязательно российского происхождения. Так что новое производство в какой-то части и обретение свободы. Свободы предпринимательства. Мы новое предприятие, нам очень сложно было бы зайти в рынок. И вот этот экономический толчок с помощью экономических льгот дал бы нам вздохнуть. Так что это за инструмент такой, ТАСЭР? Это налоговые льготы и преференции, которые дают компаниям-резидентам мощный импульс к развитию. Существенные льготы по налогу на прибыль, налогу на землю и недвижимое имущество, по страховым взносам. Да, максимальный набор льгот может быть ограничен по времени, тем не менее это сильная поддержка. Эксперты, например, подсчитали, что статус ТАСЭР может принести компании экономию по налогам от 20 до 53%. Это в выручке составляет от 2 до 5%. То есть, например, предприятие условное, у него налоговое бремя, все налоги, все отчисления, 16% от выручки. С каждого рубля 16 копеек. Да? А льготы резидента ТАСЭР позволяют снизить ему до 5% пунктов. То есть у него станет 11, например, нагрузка. Да? Челны – один из российских лидеров в этом направлении, что, впрочем, неудивительно. Город с хорошими бизнес-традициями, развитой инфраструктурой, да и звезда ТАСЭР в Челнах зажглась одной из первых в России. Еще в 2016 году. Один из кураторов ТАСЭР Эльдар Тимиргалеев образно сравнивает свое детище с рестораном. В такой интерпретации Челны, безусловно, ресторан премиум-класса. С высоким порогом входа для посетителей 50 миллионов рублей, зато с очень хорошей кухней и репутацией. У нас 9 индустриальных парков готовых. Самый крупный в Европе индустриальный парк Кипмастер у нас находится. С современным европейским уровнем производственных помещений. У нас все иностранные инвесторы сидят там. Уровень аренды составляет всего более 100 около 100 рублей за квадратный метр. Вы понимаете? То есть с нами конкурировать практически невозможно. С последним тезисом уже собираются поспорить в Нижнекамске. Да, пока Челны вне конкуренции по количеству резидентов и суммарному объему выручки, но соседи из Нижнекамска мощно прибавляют. К тому же статус ТАСЭР дает серьезные привилегии и самому городу. Появляются инвестиционные порталы, разрабатывается бренд города, продвигается на международных площадках, активно идет участие в различных выставках российских. Если продолжить аналогию, Нижнекамский ТАСЭР – это новый, но уже очень амбициозный ресторан, где с недавних пор можно отведать и блюда китайской кухни. На этой неделе здесь запустили первое в России производство стали с тиснением и покраской. Инвестиции 700 миллионов рублей. Главный инвестор – китайские партнеры. Насчет конкуренции я бы ее, наверное, так не назвал. Мы все работаем во благо республики, но то, что мы отслеживаем количество резидентов у наших коллег и взаимодействуем с ними, обсуждаем те или иные вопросы, это, конечно, мы это делаем, потому что это нормальная история, мы делимся и учимся опыта друг у друга. Что такое ТАСЭР? Образно выражаясь, это конвейер возможностей для предприятий, для экономики, для территорий. Здесь, в Набережных Челнах, этот конвейер уже запущен. 44 компании-резидента, они генерируют серьезную прибыль, выручку, а, например, в Менделеевске этот конвейер еще предстоит запустить. Самый молодой ТАСЭР в Менделеевске. Если продолжить сравнение с высокой кухней, это добротный ресторан с демократичными ценами, который открылся всего 2 месяца назад. Но планы у Менделеевска грандиозные. Низкий фильтр для резидентов. Это, как установлено законом о ТАСЭР, минимальные требования. 2,5 миллиона в капитальные вложения и 10 рабочих мест.
это может себе позволить даже самый небольшой проект. Тором, который создан в последнее время, ему будет чрезвычайно сложно, потому что самых сладких инвесторов заберут крупно развитые города. Нижнекамск, Челны, Зеленодольск. Хорошая динамика территории опережающего развития в Татарстане – это, с одной стороны, плюс тем городам и районам, где они находятся. С другой стороны, это объективные трудности для соседних с Тасерами территорий, тех же Мензелинского, Мамадышского, Сармановского, Тукаевского районов. Куда придут инвесторы, к ним или в Тасер с его льготами? Десятки людей из Тукаевского района нашли работу на нашем предприятии. Поэтому с какой стороны посмотреть? Для вас хорошо, для них не очень. Для людей, которые нашли работу, почему бы нет? Ну, я имею в виду для самого района. Ну, возможно, да. Может быть, вот в такой конкурентной борьбе все будут еще только живее и активнее, потому что у нас ведь конкурировать нужно не только за резидентов, которые есть на территории Республики Татарстан, нужно притягивать резидентов из Российской Федерации, да и из-за границы. В любом случае конкуренция будет на пользу, причем всем. Этот тезис уже проверен временем. Где-то у кого-то что-то получается лучше в одном направлении, у кого-то хуже, но в итоге все равно общее развитие дает это республике нашей, а республика, в свою очередь, потом помогает уже и нам. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Шавкат Гимудуддинов. 7 дней.